küçükten işittim bu kolektif için. Pek yönümlüydü. Ben onu istedim küçükten ta düşme bu konserde, bakma onu. Ama hiç düşünmedim ama nedense ben düşeceğim buraya. Küçükten ben oynaydım kendi köyümde, Çeşme köyünde küçük kolektifde. Geçten buraya Komra'da ben çekildim öğrenmeye. Geçtim bu kolektife de pek beğeneyim burada oynama, şenletme bizim Komratlı kasabasını. Bizim oyununa gösteriyor bizim karakterimizi, bizim adetlerimi. Biz yıldan savaşırız, kaldırma, tutma, bizim adetleri. Hepsi insanlar görsünler, bizim oyunla hani nasıl bizim oynaydı bizim dadılar, babalar. İsteyiz gösterme bizim oyunla yer bir kültürün, yer bir renkini. Savaşırız hani bizim insan göre bakarak bize bilsinler biz birlik, bizde var birlik. Biz bile gece ileri, uzak, düz hava o yaşamak. Yaşamak hangisini biz geçiririz tabi bu senede. Ben pek hoşlanırım. Yani ben oynayayım bu güzel bir büyük kolektifde. Legendarный kolektif. Benim ailem, anam, babam hepsi şeyin hani ben oynayayım bu pek büyük kolektifde. Biz gösteririz bizim biz gösteririz bizim kültürü. Nince Gagavuzlar yaşardılar, nince Gagavuzlar dinlerdiler. Tradisyonel, обычаи Gagavuzların. Kimiz biz, kiminiz biz? Oguzlar gök oguzlar. İleri daya tutçuz. Seri biz Gagavuzlar. Yaşamak olsun şimdi. Adımlar bizim kahve. Oguzlar gök oguzlar. Biz gideriz ileri. Нам посчастливилось поработать с Гермией Константином Афанасьевичем. Эти годы были прекрасны для коллектива. Он поставил множество постановок, он дал нам много опыта. Мы научились с ним танцевать по-другому, чувствовать танец и музыку по-другому. И мы за это очень ему благодарны. Виктор Петрович Градинар также поставил множество новых постановок. Дюзова, я считаю, что это визитная карточка нашей Гагаузии. И мне кажется, и Молдова. Мы с гордостью представляем нашу Гагаузию в разных частях мира. Коллектив несет за собой большую историю, историю людей, которые внесли огромный вклад в становление коллектива. Это и Семен Пометка, это и Гермей Константин Афанасьевич, и многие-многие, кто приложил большой вклад в развитие этого ансамбля. Для меня большая честь работать с танцевальным составом ансамбля. У нас не только старший состав, но и младшие поколения коллектива, которые занимаются, дети. Будут постановки, где ребята работают все три состава коллектива. Хотим показать, что есть преемственность поколений, и что коллектив жил и будет жить еще долгое время. И вы увидите, как дети переносят эту культуру и как они переживают это все. И это не будет никогда потеряно, потому что есть такая молодежь у нас, которые зажигаются и живут этим танцем. Есть у нас еще два руководителя, которые занимаются с детьми. Это Николай Полукчу и Марина Никитова. Эти ребята очень усердно занимаются над тем, чтобы эти дети перенимали от старших то, что они видят, чтобы показывали и росли, и в будущем пополнили ряды с основного состава ансамбля.
Каждый раз я вижу, что получается что-то новое, что-то лучше, что-то мы внедряем. В основном, да, стараемся усовершенствовать, показать что-то больше, лучше. Дюзова, в моем личном понимании, для меня, начну с себя, это мой дом, моя семья, моя школа, где я выросла, где я сформировалась как музыкант, как человек, который полюбил народную музыку. Это произошло все здесь, в Дюзове. Я люблю этот коллектив, я уважаю этот коллектив, и насколько мне позволяют мои силы, мои знания, я все вкладываю в развитие и сохранение этого коллектива. Сегодня Дюзова – это легенда о гагаузах и о том, кто такие гагаузы. Миссия нашего коллектива – донести до каждого жителя нашей страны историю, которая звучит в нашей музыке, в наших танцах, в наших песнях. Вот, поэтому не каждый народ, а наша страна многонациональна, сегодня имеет такой коллектив. Вот. И Дюзова, как организм живой, сегодня это стала школой для формирования молодежи. У нас много в коллективе молодых, талантливых музыкантов, артистов балета, вокалистов. То есть мы постоянно растем и меняемся, мы взрослеем, потом опять мы молодеем, и этот процесс идет постоянно. И сегодня заслуги коллектива отмечены республикой. Коллектив стал заслуженным коллективом Республики Молдова. Это высокая награда для нас. В коллективе выросло много поколений музыкантов, известных музыкантов, которые в свою очередь воспитали своих учеников, которые тоже стали талантливыми музыкантами. То есть я сейчас говорю о преемственности поколений, и это правильно, и это должно быть. Только взаимосвязь с молодыми исполнителями, она может продолжить жизнь коллектива. Рада тому, что он обновляется, потому что мы, как педагоги, как бы проживаем свою жизнь не зря, и после нас кто-то останется, потому что я, Татьяна Ивановна, Любовь Ивановна, мы в этом коллективе 40 лет, больше 40 лет. И, конечно, у нас тоже будет время, когда мы будем уступать дорогу молодым, и очень хорошо, что эта дорога зеленая, она открыта, и ребята приходят и с удовольствием пополняют наши ряды. Очень большой отрезок жизни. Это и учеба во время, это и становление личности во время пребывания этого коллектива, это получение образования во время существования этого коллектива. Поэтому очень много всего связано с этим коллективом,
Но на сегодняшний день я себе не представляю ничего другого, потому что, во-первых, мы как музыканты поддерживаем себя всегда в форме. Когда человек востребован, когда востребовано его творчество, это всегда хорошо, это всегда плюс. Не только классика и народная музыка. Это повышает квалификационный уровень. Это золотые страницы нашей гагаузской музыки, нашего гагаузского танца, основоположники, я бы так сказала. Конечно, это Семен Васильевич Пометко. И уже к нему прибавляются и другие наши коллеги, которые тоже отдали жизнь этому коллективу. Это Дмитрий Васильевич Караджов, Константин Ильич Рушика, Сергей Иванович Чухрий, Константин Афанасьевич Гермек, Илья Ильич Филев. В нашем репертуаре звучит их музыка, звучат их песни, мы исполняем танцы. Вот. И когда звучат песни, сразу перед глазами наши наставники. И, конечно, как мы всегда говорим, что эта память – великое дело. Вот. Она наших ушедших не оставляет в покое. Они с нами живут, они нас поддерживают, дают нам силы справиться с какими-то сложными задачами. После окончания средней школы в 1998 году я поступил в университет и сразу же практически стал работать в ансамбле. Для меня это была очень серьезная платформа для старта, для вообще понимания, что такое музыка и народная музыка в частности. Здесь работают профессионалы с высокого уровня и большой буквы. Во главе Татьяны Ивановны, конечно, Татьяна Ивановна, она умеет собрать людей в одно целое и создать крепкий коллектив. Репертуар у нас обновляется постоянно, потому что сегодня в коллективе есть кому исполнять сложные произведения. Это и мотивация для молодежи, им интересно. Вот. Но я себя поймала на мысли, что у нас именно в этом концерте будет звучать очень много фольклора, именно гагаузского фольклора. Вот. И здесь будут обработки и Семена Васильевича, которые мы оставляем и всегда исполняем его произведения. Уже не все, но самые-самые. Потом те, которые не исполняли, мы их опять возвращаем. Когда их немножко забывают, мы их возвращаем опять в репертуар. То есть мы не отказываемся. Фольклор в обработке Дениса Николаевича Танасогла. Вот. Ну и уже наши обработки есть и
Владимира Щеголева обработки. Вот, там и к празднику Хидерлесь. Мари Маринки, тоже фольклор. Вот. Естественно, Оглан. Гимн наш, не только наш тюркского мира, так скажем. Обновленный у нас молдавский блок. Вот. И песня новая есть в исполнении Анны Чебан, и соло аккордеона Евгений Сюмбили наш играет. В коллективе есть и молодежь, и старшее поколение. Это очень хорошо, потому что у старшего поколения мы можем чему-то научиться, где-то опыта набраться. Ну и с молодежью тоже горячая молодая кровь всегда очень хорошо для любого коллектива. И, естественно, в этом большая заслуга дирижера оркестра Татьяна Ивановна. Очень бережно относится к этому ансамблю. Каждому отдельно, персонально, очень хорошие, в первую очередь, отношения. И в музыкальном плане она старается работать очень плотно, очень... Ну, на репетициях она, конечно же, старается выжимать, вытаскивать с оркестра, скажем так, все соки. Но это очень правильно. Это дает потом хороший уровень. Новые танцы, новая оркестровая сюита, новые песни и новая обработка фольклора. И очень трагично, что ушел от нас Филипп Илья Ильич. Вот. И в память о нем мы тоже сделали его произведение «Гагаузка Дынжысы». Слова Тодора Занет. Вот. И, в общем, очень красивая песня, знаковая. Прям вот она звучит, и у меня прямо Илья Ильич перед глазами. Вот. То есть, ну так, люди живут в своей музыке, и память это будет вечно. У каждого руководителя, ну, его обязанность, должность обязывает укомплектовывать оркестр национальными инструментами. В те времена, вот в Семена Васильевича, не было такой возможности, так скажем, потому что коллектив был самодеятельным, и люди работали, приходили на репетиции в свободное от работы время, то есть каждый имел основное место работы, вот, и приходил домой, и у нас репетиции тогда начинались в 8 часов вечера. Вот. И сложность состояла в том, чтобы людей, которым нравится музыка, чтобы научить их играть. И это очень сложно. С этим столкнулся и Семен Филиппович вот в духовом оркестре, обучая всех на духовых инструментах. И Семену Васильевичу тоже приходилось это делать. Вот. И со временем он стал понимать, что это очень сложно, и коллектив так никогда не вырастет, если будут, ну так скажем, кустарщина, кустарно подходить к этому. Нужна была профессиональная подготовка. И поэтому он начал с музыкальной школы, вот, и нашел там ребят-духовиков, потом позже нас нашел, я говорила об этом, и аккордеонистов. И росли мы в этой атмосфере и приобщались. Вот. И поэтому, когда закончили в школе среднее обучение, поступили дальше в училище. И, конечно, уже назад мы вернулись дипломированными специалистами, скрипачами. Также приехали кларнетисты, закончили в Тирасполе, занимались наши духовики, аккордеонисты. И уже костяк
образовался из профессионалов, уже пошла другая музыка, пошло более серьезное отношение, более серьезная, более сложная программа. Наши студенты, наши ребята занимаются и в Камрадском университете, наши студенты занимаются и в консерватории, занимаются в Тирасполе, в музучилище, в музыкальном колледже занимаются и в Кишиневе. То есть уже есть. И вот так получилось, что к нам пришел Илья Драганов. Он закончил колледж в Твардице. Это филиал Штефана Няги. И то, знаете, как он пришел? Он поступил на аграрный факультет. Вот. И мне наши ребята сказали, говорят, Светлана, вы знаете, вот на аграрном занимается парень, который играет на гайде. И вот мы с ним познакомились. Илюша мне поиграл. И я говорю, давай к нам. Но он согласился. Вот, согласился, потом с аграрного перевелся к нам, на кафедру культуры и искусств. И закончил и первый цикл, и магистратуру, и успешно выступает в составе коллектива, успешно преподает в музыкальной школе. Твардицкий колледж закончил Гриша Саби. Вот. И тоже поступил к нам в университет. Великолепный кавалист. Вот. Естественно, мы его тоже забрали в Дюзову. И тоже он закончил магистратуру у нас. И очень хорошие ребята, творческие, и думают, умеют, и научную статью, если надо, написать. То есть какие-то исследования уже делать. И самое главное, что они нашли себя здесь, дома. Они преподают тоже свои инструменты, учат детей и играют в коллективе. После этого приехал Илья Кюся. Уже вот был Гриша, уже был Илья. Я так по хронологии. Вот, и появился Илья. Я была просто приятно удивлена, и для меня это было неожиданностью. Я не знала, что у нас есть парень из Бишалмы, который занимается в Тирасполе. Вот. И вот Илья пришел, а можно, тоже поиграл, все. Ну, конечно, можно. И вот Илья первый на юге у нас, не то что в Дюзове, он первый на юге наист. Потому что этот завораживающий магический просто инструмент, и он никого не оставляет равнодушным, этот инструмент. И до этого там, кто-то пытался там, сам поучиться там, где-то что-то сыграть. А Илюша вот начал набирать детей. Сначала было все сложно, был только один ученик, сейчас их 15. То есть, видите, идет работа и идет развитие. В прошлом году к нам пришел новый кларнетист. Молодой Николай Арнаут после консерватории. То есть очень высокая такая подготовка у него. Он много работает, занимается и опять-таки преподает. Опять-таки он нас учится. Вот видите, все-таки Камрадский университет здесь все-таки играет, я так считаю, основополагающую роль, потому что детям здесь нравится дома, быть дома. Это хорошо быть дома, учиться дома и где-то найти еще себе работу, поработать и остаться здесь, потому что это востребовано. То есть вот Николай Арнаут к нам пришел. К нам пришла тоже наша студентка, скрипачка Анастасия Муткогла. Вот. Студентка консерватории Лариса Щеголева. То есть у нас очень уже такой серьезный, мощный состав. И что самое главное, с высоким исполнительским потенциалом, что меняет подход вообще к исполнению, меняет подход к репертуару. Вот.
И приятно работать. Приятно работать. И думаю, что Дюзова в этом плане, она идет как мотиватор. Это престижно. Вот. И я считаю, здесь заслуга старшего, так скажем, нашего поколения, потому что у нас есть возможность отбирать самых-самых. Вот. И делать эту работу в Дюзове престижной. Дюзова стала своеобразным мостом из прошлого в настоящее. И хочется верить, что в будущее. Мы стараемся в эти непростые времена сохранить нашу национальную идентичность, показать всему миру, что есть такой народ, как гагаузы, и такая автономия гагаузская в составе Молдавской республики. Для меня лично это большая честь быть участником этого ансамбля, потому что я здесь вырос. Это моя семья, и Дюзова за столько лет стала больше, чем каждый ее участник. Это действительно что-то грандиозное, то, что переживет всех нас, дай Бог, и станет национальным достоянием для будущих поколений. Здесь сплотились и танцы, и песни, и инструментальная музыка. Конечно, основу положил Семен Васильевич Пометко, который в своих стремлениях сплотил вокруг себя феноменальных людей, в их числе, конечно, Константин Афанасьевич Гермек, с которыми нам посчастливилось поработать. Короткий промежуток времени, но я думаю, что все мы пронесем его через нашу жизнь, и он навсегда отпечатался в сердце каждого танцора. И мы, в свою очередь, стараемся передавать наш опыт будущим поколениям, подрастающим ребятам, стажерам. Вот. И я рад, что его продолжатель, да, его последователь Виктор Петрович сейчас продолжает нас вести, продолжает дело, которое Константин Афанасьевич заложил. И вот благодаря таким людям, как Семен Васильевич Пометко, Константин Афанасьевич Гермек, Виктор Петрович Градинарь, мы и Татьяна Ивановна Щеголева, конечно, художественный руководитель, да. Благодаря таким людям культура идет вперед. И дай нам Бог сил, чтобы это все продолжать. Сегодня коллектив находится на хорошем творческом подъеме. Звание заслуженного коллектива Республики Молдова ансамбля песни и танца «Дюзова» обязывает нас держать уровень, держать планку и подходить очень ответственно к нашей работе. Хочу пожелать, конечно, здоровья, пожелать творческого долголетия, пожелать нескончаемого энтузиазма и поиска, и всегда находить что-то новое, искать, не стоять на месте, маленькими шагами, но двигаться вперед. И все это будет возможным, если во всем мире и в нашем государстве будет мир.